Обзоры экономических, спортивных событий, мировые новости и главные события региона. Обо всем этом мы не только расскажем в ближайший час. Начнем с курса валют. На сегодняшний день курс рубля к иностранной валюте, установленный Центробанком, составил за доллар 66,05, за евро 72,87. Что касается обмена валюты в Якутске, то сегодня выгоднее всего покупка доллара в Россельхозбанке 66,95. Лучший курс продажи также в Россельхозбанке остановился на отметке 66,45. Что касается евро, то выгодная покупка все в том же Россельхозбанке 72,80, продажа в Азиатско-Тихоокеанском банке 73,38, сообщает сайт Банки.ру. Сегодня третий завершающий день Восточного экономического форума. Во Владивостоке работает мой коллега Иван Лазаренко. Иван, приветствую, тебе слово. Юлия, приветствую. Да, действительно, сегодня третий завершающий день 5-го юбилейного Восточного экономического форума. И наша съемочная группа по-прежнему находится на острове Русский, в городе Владивосток. Несмотря на то, что день последний, нельзя говорить о том, что можно расслабиться, потому что сегодня с самого утра продолжается очень насыщенная работа руководства нашей республики. Так, глава региона провел встречу с генеральным директором агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Чупшевой Светланой Витальевной. Было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и обществом с ограниченной ответственностью холдинговая компания «Опека Групп». Также члены правительства приняли участие в пленарных заседаниях. Одно из них касалось обеспечения медицинской помощи в труднодоступных районах. И на примере арктической зоны попробовали найти ответы на вопрос, как же все-таки выйти из замкнутого круга, когда специалисты на север ехать не хотят, а население все-таки должно быть обеспечено качественной медицинской помощью, несмотря ни на что. Также второе планерное заседание было посвящено реформе жилищно-коммунального хозяйства и развитию отрасли до 2035 года. Отмечая результаты работы нашей республики на Восточном экономическом форуме, заместитель председателя правительства Кирилл Бычков отметил, что в принципе планы были перевыполнены. На самом деле сессия была очень интересной, посвященная стратегии развития ЖКХ до 2035 года. Обсуждались действительно такие ключевые стратегические вопросы. В частности, это вопросы форматов взаимодействия, форматов, в которых реализуются инвестиции в ЖКХ. Основными такими формами у нас являются концессии, ГЧП, а также финансирование в рамках различных программ, в том числе федеральных. И на самом деле сейчас очень активно развиваются также и небольшие проекты в сфере ГЧП в ЖКХ. Даже малый и средний бизнес уже начинает активно участвовать в инвестиционных процессах. Но на самом деле основная дискуссия у нас развилась по поводу, стоит ли стандартизировать подходы к разным регионам, стоит ли делать какие-то коробочные решения. На мой взгляд, здесь достаточно сложно стандартизировать подходы. Я думаю, что нужно здесь пойти по пути, используя применение, где это применимо, тех успешных форматов, которые реализуются в других регионах. И сейчас активную работу в этой части ведет Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации. Вот как раз у нас на сессии присутствовала руководитель департамента ЖКХ, и она как раз рассказала о той работе, которую сейчас Министерство федеральное проводит в этом отношении. Ну а что касается полных итогов участия делегации Республики Саха-Якутия в 5-м юбилейном Восточном экономическом форуме, то смотрите итоговую программу «Якутия день за днем» завтра в субботу в 19:00 на канале «Якутия-24». Спасибо, Иван. Я напомню, это был мой коллега Иван Лазаренко. Президент России Владимир Путин стал участником ключевых мероприятий форума. Подробности у моей коллеги Нургуяны Ивановой. Нургуяна, что запланировано на последний день? Юлия, да, как сказал наш коллега Иван Лазаренко, в заключительный день форума участники ВЭФ подводят итоги и формируют инвестиционный портфель. Что касается твоего вопроса, то президент России Владимир Путин встретится сегодня с представителями общественности. Там они обсудят вопросы развития Дальнего Востока.
В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова и обзор событий с Восточного экономического форума. Якорный инвестор ТОР Южная Якутия, компания «Колмар» может начать регулярные поставки коксующегося угля в Индию летом 2020 года. Работа компании с индийскими металлургами уже начата. Образцы угля отправлены в компанию JSW Steel и тестируются их металлургическим заводом. Напомним, на выездной сессии Восточного экономического форума, которая прошла в Мумбаи в середине июня, состоялась встреча представителей «Колмара» с представителями этой компании. На ней обсуждались результаты анализов образцов коксующихся углей и потенциальных поставок пробных партий. Также прошли встречи с собственниками нескольких коксохимических предприятий и была достигнута договоренность о заключении долгосрочных контрактов на поставку концентрата в 2020 году. Фонд развития Дальнего Востока и Корпорация развития Якутии договорились о создании платформы для реализации инвестиционных проектов. Соответствующее соглашение подписано на полях ВЭФ. Корпорация развития осуществит поиск проектов, соответствующих критериям инвестирования фонда. Объем участия фонда в проектах, которые будут отобраны и признаны приоритетными, может составить до 20% от общего объема инвестиций. Отметим, что Фонд развития Дальнего Востока уже поддерживает целый ряд инвестиционных проектов республики. В частности, финансирует строительство шахты по добыче коксующегося угля в горнообогатительной фабрике в ТОР Южная Якутия. При поддержке фонда ведется строительство второй очереди круглогодичного тепличного комплекса в ТОР Кангаласы. ВЭП и Японский банк международного сотрудничества подписали кредитное соглашение о финансировании строительства тепличного комплекса «Саюри» в Якутии. Соглашением предусмотрено, что на первоначальном этапе общий объем средств, которые инвестиционные проекты платформы могут получить от японских кредиторов на срок до 10 лет, составляет 15 миллиардов японских йен. С российской стороны финансирование проектов будет осуществляться как Фондом развития Дальнего Востока, так и самой государственной корпорацией развития ВЭП.РФ. Компания МТС инвестирует около 500 миллионов рублей в развитие цифровой инфраструктуры Якутии до 2021 года. Соглашение подписали на полях ВЭФ представители МТС и правительства региона. Также запланировано сотрудничество в формировании пилотных зон для тестирования цифровых продуктов и вертикальных решений в области проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Хочу особо выделить, что соглашение носит вполне такой конкретный характер по тем направлениям, которые есть. Нам важно, что компания МТС подтверждает готовность продолжать инвестировать средства в развитие инфраструктуры в объеме до 500 миллионов рублей до 2021 года. Но также очень важно, что мы вместе в сотрудничестве будем реализовывать как раз новые сервисы. В Республике Саха-Якутия мы двигаемся быстрее, чем другие регионы. Мы регион инновационный в этой сфере, но движение вперед возможно только в партнерстве с лидерами телекоммуникаций. Компания МТС, безусловно, относится к числу одного из лидеров. И мы планируем в ближайшее время реализовать конкретные сервисы по качеству жизни для горожан по умному городу, по доступу к умным услугам в других сферах, и в здравоохранении обсуждаем, но и другие социальные сервисы будем развивать. Группа ВИС выступит инвестором создания уникального культурного кластера в Якутске стоимостью 18 миллиардов 600 миллионов рублей. Кластер объединит филармонию, центр эпоса и 2 национальных театра. По условиям соглашения группа ВИС выступит в проекте инвестором, проектировщиком и застройщиком, а после ввода объекта будет осуществлять его техническую эксплуатацию в течение 8 лет. В группе ВИС уточнили, что благодаря механизму государственно-частного партнерства в республике удастся в короткие сроки реализовать амбициозный инвестиционный проект без серьезной нагрузки на собственный бюджет. Контуры масштабного здания отсылают к традиционному рельефу местности Якутии. Мультимедийные фасады напоминают знаменитые ленские столбы, а на крыше расположится панорамная композиция «Три урасы». Четырехэтажное здание площадью около 28 тысяч квадратных метров разместится на набережной озера Сайсары. С подписанием соглашения. Кроме того, власти региона и группа ВИС договорились о создании на основе ГЧП умной поликлиники в Якутске стоимостью около 3 миллиардов 100 миллионов рублей. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2022 году. Поликлинический комплекс площадью 8,5 тысяч квадратных метров на 600 посещений в смену будет оснащен современным магнитно-резонансным томографами, цифровыми ультразвуковыми диагностическими системами экспертного класса, рентгеновским, эндоскопическим, маммографическим и флюорографическим
фотографическим оборудованием. Группа ВИС обеспечит поставку, пусконаладку и последующую техническую эксплуатацию в течение 7 лет после ввода объекта в эксплуатацию. Отметим, что оборудование поликлиники планируется подключить к единой информационной системе «Умная поликлиника». Якутия заключила соглашение с Алроса о сотрудничестве по реализации проекта газификации города Удачный. Первоначальные капитальные вложения составят порядка 5 миллиардов 800 миллионов рублей. Будет построен магистральный газопровод Айхал Удачный протяженностью 60 километров, газораспределительная станция, внутригородские газовые сети к объектам газопотребления, 2 газовые котельные, газовые калориферные для нагрева шахтного воздуха подземного рудника Удачный. Также будут реконструированы тепловые сети Удачного. Строительство планируется начать во 2-м полугодии 2020 года, а завершить к началу отопительного сезона 2023 года. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24. Юлия, до встречи в следующем эфире. На этом у меня все. Спасибо, Ниргуяна. Служба МЧС России продолжает борьбу с паводком на Дальнем Востоке. Вследствие увеличения уровней воды в зоне паводка до сих пор остается 106 жилых домов и 308 приусадебных участков. Из-за потопления трассы, ведущей из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, в город была направлена машина-амфибия, с помощью которой осуществляется перевозка людей, собранного урожая и осеннего имущества. Помимо этого, в зоне подтопления дежурят спасатели. Проводятся работы по укреплению дамб. Использовано 103 тысячи кубометров гравия, щебня и песка. При помощи насосного оборудования откачивается сточная и дождевая вода. Всего для выполнения поисковых и спасательных работ привлечено 480 человек личного состава и 121 единица техники. Из-за паводка в Хабаровском крае сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Жительница Усмайского района обвиняется в хищении денег через услугу мобильного банка. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Продолжит мой коллега Юрий Осипов. Юрий, как злоумышленнице удалось получить доступ к счету? Да, Юлия, в 2014 году женщина продала сим-карту своей знакомой, так как сама ею не пользовалась, но спустя 4 года она решила ее восстановить и обнаружила, что к ней подключена услуга «Мобильный банк». С помощью нее она и перевела на свой счет более 11 тысяч рублей. Сейчас расследование завершено и передано в суд. Здравствуйте, вы смотрите обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Доверчивая жительница Якутска стала жертвой изобретательного мошенника. Так она сообщила полиции, что познакомилась в интернете с иностранцем. Злоумышленник после недолгой переписки сказал ей, что хочет переехать в Якутск, чтобы жить с ней. Женщина поддержала его. Продолжая общение, он написал, что перед отъездом ему необходимо оформить отпуск и другие документы, а также купить авиабилеты, и поэтому он попросил в долг около 8 тысяч долларов. Поверив ему, женщина отправила деньги. Затем в течение нескольких месяцев мошенник под различными предлогами продолжил выманивать деньги у своей жертвы. В результате она перевела на различные счета более 32 тысяч долларов, что в переводе на рубли составляет более 2 миллионов рублей. Впоследствии он просто прекратил общение, а женщина осталась с разбитым сердцем. В Верхневилюйске пьяный водитель на микроавтобусе врезался в легковой автомобиль. Как сообщила пресс-служба ГИБДД региона, 2 человека получили травмы. В ведомстве уточнили, что водитель микроавтобуса Toyota Hiace допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение со встречной машиной Toyota Corona. Водитель и пассажира легкового автомобиля госпитализировали в хирургическое отделение сельской больницы. Водитель получил сотрясение головы, различные ушибы и переломы. Пассажир – вывих левого бедра. Обоим назначено стационарное лечение. Также в госавтоинспекции добавили, что в течение года водитель микроавтобуса не раз привлекался к административной ответственности. В момент ДТП он ехал один, был пристегнут ремнем безопасности и не пострадал. А свидетельствование на алкоголь показало 0,67 мг на литр. Со слов водителя следует, что до поездки он выпил вино и решил поехать к друзьям. Отмечается, что водитель легковушки был трезв. По факту ДТП проводится проверка. Банковская карта очень удобна, несомненно, но вместе с тем и опасна. Так житель города Мирного, потеряв карточку, лишился денег. Он сообщил полиции, что неизвестные потратили с нее около 7 тысяч рублей. Подозреваемого установили, им оказался 35-летний уже ранее судимый местный житель. Он нашел банковскую карту возле продуктового магазина и, поняв, что карта позволяет расплачиваться без ввода пин-кода, он решил не упускать шанс и закупился в магазине алкоголем и продуктами питания. В Якутске полицейские раскрыли кражу труб на сумму свыше $500 000 рублей. В ходе расследования личность вора установили. Далеко ходить не пришлось, им оказался 28-летний начальник цеха данного предприятия.
Установлено, что подозреваемый заранее продумал хищение и нашел покупателей. Он подготовил трубы к транспортировке, дав задание подчиненным распилить их. Вечером приехали покупатели, которые погрузили заготовленные трубы и вывезли их с территории предприятия на манипуляторе. Похищенные трубы вернули законному владельцу, ну а аферисту по закону грозит до 6 лет заключения. В горах центральной части Испании, где 2 недели назад пропала олимпийская горнолыжница Бланка Фернандес Очоа, гражданская гвардия в среду обнаружила тело женщины. Премьер-министр Педро Санчес написал в соцсетях, что спортсменка найдена мертвой. Но официальные власти не спешат подтверждать эту информацию. Они ждут результатов расследования. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой. Тело женщины, которая может принадлежать олимпийской медалистке Бланке Фернандес Очоа, обнаружили сотрудники гражданской гвардии Испании в среду в горах Сьерра-де-Гуадарама в провинции Мадрид. Горнолыжница пропала в той же местности 23 августа. Все это время власти вели поиски. Премьер-министр Педро Санчес сообщил в Твиттере, что Фернандес Очоа найдена мертвой. Однако, по словам представителя правительства в Мадриде, власти не могут официально подтвердить или опровергнуть эту информацию, пока не завершится расследование. 56-летнюю спортсменку в последний раз видели в районе Аравака. Ее машину в воскресенье нашли в городе Серседилья, неподалеку от горного хребта Ля Пиньота, где обнаружили тело. Фернандес Очоа является единственной в истории Испании медалисткой зимних игр. В 1992 году на Олимпиаде в Альбервилле она завоевала бронзу в слаломе. Также испанка выиграла 4 этапа Кубка мира. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя. Юлия, на этом у меня все. О самых интересных событиях в следующих выпусках. Спасибо, Юра. В Нерюнгринском районе выросла цена на школьное питание. В прошлом году обед стоил 90 рублей, а в новом учебном году подорожал на 30 рублей. На прямой связи со студией Александра Цыбикова. Александра, удалось ли выяснить, с чем это связано? Здравствуй, Юлия. Вот и начался очередной учебный год, и тысячи нерюнгринцев отправились в школу. Это первые звонки, волнения, море цветов и, конечно, традиционные уроки мира. Но помимо приятных впечатлений, есть и не очень приятные. В социальных сетях появились новые посты, в которых родители возмущены тем, что питание стоит 120 рублей на ребенка. И некоторые даже проводят свои независимые расследования в соотношении цены и предлагаемого меню. По этому вопросу мы решили обратиться к начальнику управления образования по Нерюнгринскому району Ольге Вициной. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Скажите, с чем связан прирост цен? Здравствуйте. Меню, которое сегодня в наших образовательных учреждениях, было утверждено еще 7 мая 2019 года. Оно разработано согласно санитарных правил и норм, утверждено Роспотребнадзором по Нерюнгринскому району. Данные меню были направлены в учреждения в мае и переданы поставщикам питания. Поставщики питания могли предложить свои корректировки, но цену на питание в данном случае она складывается из тех затрат, которые несет поставщик. И вот на сегодняшний день завтрак стоит в Нерюнгринском районе 110 рублей. Спасибо, Ольга Анатольевна. Ну, то есть там добавили какие-то определенные продукты, которые, может, необходимы на севере или что? Почему изменилось меню? Были добавлена молочная продукция, были добавлены фрукты. Вот эти моменты были учтены в новом меню. Спасибо большое. Юлия, на этом у меня все. Спасибо, Александра. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Александра Цыбикова. Мы переходим к мировым новостям. Тропические леса острова Борнео в Индонезии являются домом для многих видов растений и животных, включая находящихся под угрозой исчезновения орангутанов. Но чем реальнее выглядит план перенести столицу страны из Джакарты в провинцию Калимантан, тем серьезнее становится опасение за защитников, за будущее приматов, рассказывает Анастасия Дмитриева. Джакарта понемногу погружается в болото. Город сильно загрязнен и страдает от недостатка питьевой воды. Вот некоторые из причин, по которым президент Индонезии решил перенести столицу страны на остров Борнео, примерно в 20 километрах к северо-востоку. Но возникают новые проблемы. Обширные тропические леса в провинции Калимантан населены редкими орангутанами, и защитники природы опасаются, что вырубка деревьев для строительства подвергнет уже исчезающий вид еще большему риску.
Нам нужна информация о переселении, чтобы мы могли приложить усилия для сохранения орангутанов. В этом районе у них возникнут проблемы. Слишком много людей в будущем переселятся сюда. Власти утверждают, что на охраняемых территориях никаких строительных работ не будет. Но, по мнению экспертов, планы правительства в любом случае резко повысят спрос на землю в окрестностях. По данным местной газеты, цены на участки уже выросли в 4 раза. Перенос столицы, как ожидается, будет завершен в 2024 году. Международная команда ученых выдвинула теорию, согласно которой лохнесское чудовище может считаться гигантским угрем. Такой вывод исследователи сделали, изучив следы ДНК в ледяных водах шотландского озера Лохнесс. Продолжит Сергей Берец. Легендарное существо, известное как Несси, вероятно, не рептилия, а рыба. Новую теорию о природе загадочного обитателя шотландского озера Лох-Несс изложил руководитель научного коллектива Нил Гиммель. Вместе с коллегами он изучал следы ДНК, которые живые существа оставляют в окружающей среде, в данном случае в воде. По мнению Гиммеля и его сотрудников, речь может идти об огромном угре. Угри могут достигать 120-180 сантиметров в длину. Вполне вероятно, что 1 или 2 особи доросли до размера на 50% сверх обычного, а то и больше. Таких ведь еще никто не ловил, а раз так, то и вопросов на этот счет не возникало. Одним словом, я полагаю, что, возможно, речь идет об очень больших угрях. Воды озера Лох-Несс изобилуют ДНК угрей, а вот следов доисторических гигантов вроде динозавров пока обнаружить не удалось. Многим будет жаль расстаться с мыслью, что Несси – это ящер. Хотя плезиозавры и вымерли, они без сомнения были рептилиями. Следовательно, они помещаются где-то между крокодилами и птицами. Ничего похожего в выявленных нами цепочках не наблюдается. Экологические следы ДНК животных – это крошечные фрагменты кожных покровов, чешуи, перьев, меха, фекалий и мочи. Все такие элементы поддаются описанию, классификации и составляют обширные базы данных. По словам Гиммеля, его любимая версия – внеземное происхождение Несси. Именно поэтому чудовище, впервые упомянутое в VI веке новой эры, не оставило после себя биологических следов в окружающей среде. Концерн Samsung объявил о перезапуске своего смартфона с гибким экраном Galaxy Fold. Подробности далее. Издание второе, исправленное и дополненное. В четверг южнокорейский производитель электроники Samsung устроил презентацию своего флагманского изделия – смартфона Galaxy Fold с гибким складным экраном. Продажи на родине начнутся 6 сентября. Аппараты, способные работать с сетями 5G, будут доступны еще в ряде стран – Британии, Франции, Германии и США. Когда именно, пока неизвестно. Американский дебют планировался еще в апреле, но его пришлось отложить из-за дефектов экрана, выявленных в образцах, представленных журналистам для тестирования. На вынужденную отсрочку похожего продукта пошел главный конкурент Samsung – китайский Huawei. Это произошло дважды в течение года из-за проблем, связанных с американскими санкциями. Galaxy Fold оснащен 2 экранами с диагоналями 4,6 и 7,3 дюйма. Второй доступен, когда смартфон разложен. Цена в Южной Корее составит почти 2,5 миллиона вонов. По курсу это 130 тысяч рублей. 4-летняя принцесса Шарлотта, дочь британского принца Уильяма и его супруги герцогини Кембриджской Кэтрин, в четверг пошла в школу, ту же, которую посещает ее старший брат Джордж, рассказывает Елена Островская. Принцесса Шарлотта отправилась в подготовительный класс школы Томас Баттерси. Это же учебное заведение на юго-западе Лондона уже 2 года посещает ее старший брат принц Джордж. Детей привезли на занятия родители, герцог и герцогиня Кембриджские. Юные члены королевской семьи были одеты в школьную форму темно-синего цвета с эмблемами учебного заведения. Младший сын Уильяма и Кейт, принц Луи, остался дома. В апреле он отпраздновал свой первый день рождения. В Томас Баттерси занимаются около 560 мальчиков и девочек в возрасте от 4 до 13 лет. Обучение стоит 19 тысяч фунтов стерлингов в год. Это около 1,5 миллиона рублей. Школа славится своими демократичными подходами в образовании.
Решение отдать туда отпрысков семейства Виндзор было нарушением традиций со стороны герцога и герцогини Кембриджских. Сам принц Уильям и его брат Гарри посещали лондонскую школу для мальчиков в Уэзерби. На занятия братьев водила их мать, принцесса Диана. Это были мировые новости. А мы продолжаем. Для учеников Ленской школы номер 3 уроки физкультуры теперь станут самыми любимыми. Нового стадиона они ждали 2 года. Новый спортивный объект стоимостью 22 миллиона рублей стал первой ласточкой в реализации планов районной администрации. Объект построен благодаря финансированию предприятия ТАСС «Юрьях-нефтегазодобыча». Это работа почти 5 лет, то есть это письма, это изыскание средств, это изготовление проекта, это госэкспертиза, это сметная экспертиза и так далее. Вот люди, которые этим занимаются, они понимают, что это очень долгий процесс. И потом мы 2 года это строили. И вот чтобы у нас этот объект он не превратился потом в заброшенный, значит, в грязный какой-то объект, мы должны сегодня его все сохранить. Должны сохранить учащиеся школы номер 3, должны сохранить те ребята-спортсмены, которые здесь будут заниматься. Потому что прежде всего сделано, конечно, для детей. Такая спортивная площадка – мечта воспитанников любой секции. Введение в эксплуатацию дорогостоящего объекта поднял престиж 3-й школы и всей образовательной системы района. Теперь опыт, полученный во время реализации масштабного проекта, применят при создании новых школьных стадионов. Якутская дзюдоистка получила медаль от Владимира Путина во Владивостоке. В рамках Восточного экономического форума состоялся командный турнир по дзюдо. Сборная России была представлена 32 спортсменами, выступающими во всех весовых категориях. После завершения поединков Владимир Путин совместно с другими лидерами наградил сборную Японии, завоевавшую бронзовые медали, а также сборные Монголии и России, получившие равное количество очков и поделившие между собой 1-е, 2-е места. Среди участниц турнира была и якутская дзюдоистка, воспитанница училища Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, призер первенства России и Европы из Амгинского улуса Анна Моисеева. Она также получила из рук Владимира Путина медаль соревнований. Стала известна дата начала продаж билетов на турнир абсолютного бойцовского чемпионата, в котором выступит якутянин Григорий Попов. Передаю слово моему коллеге Власию Сергееву. Власий, турнир состоится 9 ноября в Москве. Когда стартует продажа билетов? Да, Юлия, все верно. Продажа стартует 13 сентября в 16:00 по якутскому времени. Билеты можно будет купить через интернет, однако тут стоит отметить тот факт, что официальную реализацию билетов на этот турнир проводит только сайт промоушена. В эфире новости спорта. Здравствуйте. Открытая продажа билетов на турнир UFC, который пройдет 9 ноября в Москве, начнется в пятницу 13 сентября. Напомню, на этом турнире свой 2-й бой в самом престижном промоушене проведет якутянин Григорий Попов. Его соперником станет 33-летний британец Дэйви Грант, на счету которого 10 побед при 4 поражениях в ММА. В активе россиянина 13 побед и 2 поражения. В своем дебютном поединке под эгидой UFC Григорий Попов уступил американцу Эдди Вайленду. Турнир в Москве пройдет на стадионе ЦСКА-арена. ЦСКА билетов будет начинаться от 2000 рублей. Сборная России по футболу этой ночью проведет гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы против команды Шотландии. Встреча пройдет на арене Хэмден Парк в Глазго. В данный момент российские футболисты занимают 2-е место в отборочной группе А, набрав 9 очков. Шотландцы идут 4-ми, в их активе 6 баллов. После матча в Глазго сборная России проведет в этом месяце еще одну отборочную игру. 9 сентября подопечные Станислава Черчесова дома примут команду Казахстана. Стартовый свисток матча россиян с шотландцами прозвучит этой ночью в 3:45 по якутскому времени. Сборная России по пляжному футболу в серии послематчевых пенальти проиграла команде Белоруссии в первом матче группового этапа суперфинала Евролиги. Турнир проходит в португальском городе Фигейра-да-Фош. Основное дополнительное время встречи завершилось со счетом 4-4. В составе российской команды отличились Алексей Макаров, на его счету дубль, Артур Папоротный и Федор Земсков. У белорусов мячи забили Валерий Макаревич, Юрий Петровский, Денис Самсонов и Илья Савич. В серии пенальти белорусская команда выиграла со счетом 2-1. В следующем матче россияне встретятся с испанцами. Матч пройдет сегодня.
Завтра на паркете подмосковного зала «Полет» якутский мини-футбольный клуб «Заря» проведет свой первый матч нового сезона Высшей лиги России. Соперником подопечных Олега Марченко станет столичная команда «Спартак». Напомним, «Заря» заявилась в Высшую лигу после годичного перерыва. В команду вернулись лидеры прошлых лет: Никита Евтушенко, Яник Самплей, Афанасий Федоров, Дмитрий Матицын и Алексей Костенко. Игра со «Спартаком» стартует завтра в 21:30 по якутскому времени. Трансляция матча будет доступна на официальном YouTube-канале Ассоциации мини-футбола России. Казанский «Акбарс» одержал выездную победу над хельсинским «Йокеритом» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5-2. В составе казанцев заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев, Эмиль Галимов, Патрис Кармье, Кирилл Петров и Джастин Азеведа. У «Йокерита» взятие ворот провели Анти Пильстрема и Тему Эронина. После двух проведенных матчей «Акбарс» идет вторым в Восточной конференции, набрав 2 очка. «Йокерит» замыкает таблицу на Западе, имея в активе 0 баллов. В следующем матче финские хоккеисты примут рижское «Динамо», а казанцы на выезде сыграют в Сочи. Обе встречи пройдут в субботу. Все игры текущего сезона Национальной хоккейной лиги будут показаны на платформах Яндекса в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-служба российской компании. В четверг стало известно, что Яндекс выкупил права на эксклюзивный показ матчей НХЛ в России. Соглашение рассчитано на 3 года. Отмечается, что трансляции можно будет посмотреть бесплатно с комментариями на русском языке. Смотреть игры можно будет на любых устройствах. Кроме того, зрителям будут доступны повторы матчей и лучших моментов. Не менее зрелищные хоккейные баталии в этом месяце стартуют в Южной Якутии. Нерингри примет матчи первенства Дальневосточного федерального округа среди юношей до 17 лет. В турнире примут участие 6 ведущих команд Дальнего Востока, которые оспорят чемпионский титул по круговой системе. Нашу республику на соревнованиях представит команда «Энергия», состоящая из игроков спортивных школ Якутска и Нерингринского района. В первом туре якутяне проведут сразу 3 домашние встречи с представителями клуба «Адмирал» из Владивостока. Первый матч состоится 9 сентября. Итоги первенства будут подведены 23 марта 2020 года. К этому часу это все спортивные новости. О новых событиях в жизни якутского и российского спорта мы расскажем в следующих выпусках. Юлия, вам слово. Спасибо, Власий. Ожившие легенды Аланхо в новом формате. В Музее «Россия. Моя история» проходит выставка картин художника Якутии Тимофея Степанова в новом формате 3D-маппинг. В учреждении культуры находится наш корреспондент Саргалана Федорова. Саргалана, приветствую. Расскажи, в чем заключается замысел выставки? Приветствую, Юлия. Здесь перед глазами зрителей всего за пару минут проносится древний мир, история якутского народа. С помощью высоких технологий можно полностью погрузиться в героический эпос Аланхо и попасть из одного мира в другой, и на выходе уже понять образ мышления и философию якутского народа. Пространство разделили на 3 тематические зоны. Это верхний мир, нижний и средний мир. Я нахожусь в верхнем мире. Это мир божеств. Всего на 16 экранах транслируется 15 картин, и к тому же все эти картины сопровождаются динамичной музыкальной композицией. И сегодня в музей пришел автор этой музыки Айтал Алексеев, и он нам расскажет. Айтал, расскажите, как вы создавали музыку к этой выставке? Добрый день. Конечно, все началось с картин. Дочь художника обратилась к нам, Айталина Степанова, и показала картины, которые очень сильно удивили нас и поразили своей масштабностью, после чего я сразу побежал в студию, и в течение месяца мы создавали этот атмосферный саундтрек, который вы можете услышать здесь, и также получить доступ к трекам. Я покажу, как это делается. Просто отсканировать QR-код, перейти по ссылке и получить доступ к трекам с помощью любой стриминговой платформы. Мы очень рады, и для нас большая честь была именно сделать саундтрек для этой выставки, так как здесь, вы видите, оживший, анимированный целый мир эпоса Аланхо. И мы рады тому, что у нас получилось. Можете насладиться. Спасибо. Автор этих уникальных картин Тимофей Степанов был художником-реставратором. Он создал 320 полотен, и большинство из них посвящены якутской мифологии. В советское время он был одним из знатоков якутской национальной культуры. И сегодня в музей также пришла и дочь художника Айталина. Айталина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как ваш отец обращался к теме Аланхо в своем творчестве?
Тема Аланхо была вообще лейтмотивом его творчества. И тут представлено на этой выставке всего 15 работ. Аланхо вообще несет в себе большую сакральную тему. И Аланхо в творчестве моего отца именно несет культуру. И не зря оно признано мировым наследием человечества ЮНЕСКО. И вообще мы представили 15 работ здесь, всего в серии 30 работ, монументальных, крупномасштабных. И основные работы тут поделены на 3 мира. Средний мир, верхний мир. И каждая работа по 5 работ мы представили в каждом мире. И хотели вообще представить вообще крупномасштабно, но насколько возможно было, площадь позволяла, мы настолько и принесли свой вклад вот в этой организации, в этой выставке. Я хотела бы еще рассказать о картине одной из основной героини Аланхо. Это Кюнко. Это собирательный образ якутской красавицы. Именно на этой картине описывается вот все красота, женственность и непорочность якутской красавицы. И именно за ней вот показывается борьба добра со злом, богатырей Нижнего мира и Среднего мира. И именно эта картина описывает как чистоту Среднего мира в ее образе, в образе женщины, девушки, в образе матери. И поэтому это основная тоже из сюжета Библии героиня. Также тут представлены и Юрина Етойон, и богатыри, которые борются за добро, за людей Аи Среднего мира. И по мирам, путешествие по мирам в этой выставке в полном образе отражено. Спасибо, Айталина. Вообще каждая картина – это отдельный сюжет и является иллюстрацией к какому-то конкретному фрагменту из Аланхо. В картине отражены 3 мира, картины посвящены героям, главным героям Аланхо, Нюргун Батуру, Кюнко и жителям Верхнего и Нижнего и Среднего миров. А также поближе познакомиться с творчеством художника и с темой Аланхо можно, посетив бесплатные лекции, которые проводятся здесь в рамках этой выставки. Выставка начала работу неделю назад, и ее уже успели посетить сотни человек. И выставка также продолжит работу до 22 сентября. Юлия? Спасибо, Саргалана. Я напомню, на прямой связи со студией был наш корреспондент Саргалана Федорова. И в завершении выпуска о погоде в крупных городах республики. В Алдане 16 градусов со знаком плюс, ветер 4 метра в секунду. В Ленске ветер дует со скоростью 3 метра в секунду, столбик термометра остановился на отметке 10 градусов выше нуля. В столице Алмазного края в эти минуты плюс 12, ветер 3 метра в секунду. А за окнами жителей Нерюнгри плюс 18, скорость ветра 5 метров в секунду. В Якутске прямо сейчас 12 градусов тепла, скорость ветра 1 метр в секунду. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.